Labu dienu! Un tā esmu Šķirotavas stacijā, un no šejienes sākšu velobraucienu pa bijušo dzelzceļu Rīga-Ērgļi. Приветствие и доброго дня! Вот я сейчас у станции Шкиротова, и от этого места начну велопутешествие по железной дороге Рига-Ērgļi. Направляюсь сюда через рельсы. А что же тут у нас стоят? Вагоны некоторые. Да, тут еще такой как бы парк, частично уже заросший. Вот по той стороне остается Šķirotava. Nu, un šeit jau pavisam tuvu ir Krustpilsēla. Es izvēlējos šo maršrutu tādēļ, ka te izskatījās tuvākais ceļš, kā tikt līdz Sauriešiem. Lūk, šeit pavisam tuvu sākas Granīta iela, по куру es arī taisos брaukt. Вот по этой улице я и собираюсь доехать до теперь уже зеленой железной дороги. Nu, labi, ka šodien ir svētdiena, jo te nekādas velo infrastruktūras nav, taču satiksme diezgan intensīva, kur nu vēl tas būtu darbdienās. Lūk, Rīga beidzas. Sākas Ropažu novads un Rumbulas ciems. Un kā redzam, arī velo infrastruktūra šeit tieši sāksies. Tā man bija pat dažbrīd jābrauc nost no ceļa seguma, jo citādi mašīnas nevarēja izmainīties. Lūk, veloceliņš precīzi līdz Rīgas robežai, un ko Rīga domā? Lūk, kā izbraucām no Rīgas, kas te pa uzņēmumiem viens pie otra. Pilnīgi smaržo no kokmateriāliem. Тут, смотрю, весьма активно. O, izskatās, prieki bija īsi, ceļiņš beidzas. Nu ko, Rumbula beidzas, sāksies Salaspils novads. Oho, kādas gan te ir industriālās būves. Te jau Saurieši tuvojas. O как! Из железной дороги Рига-Ērgļi остался еще один работающий участок. Это до Sauriešи. И вот как раз он. Тут недалеко должна быть станция Acone. Так, тут мостик, речка. Даже шуршит. О, тут еще кто-то ходит. Птички поют, тепло, и можно уже наслаждаться природой. Однако хочется, конечно, выйти на еще более зеленую зону. Ну, а тут уже что-то открывается нашему взору. И на левой стороне уже видно здание. Un lūk, Acones stacija. Вот станция на месте. Tepat izskatās, ka kāds pat dzīvo. А тут вот такое еще как бы хозяйство вагонов и рельс даже. Это частная собственность. Вот, эта станция открыта в 1935 году вместе со всем участком Рига-Suntaži. И, как понимаю, официально оно даже не закрыто. Однако оно не используется. Но тут проходят еще как бы иногда, когда-то грузовые до Sauriešи. Однако добираться до этого места совсем не так уж просто. Хотя с той стороны там есть дорога. Но вот здесь тут мягко, поэтому даже почти не проехать. Однако вот раньше тут, у станции Acone, была резервная база пассажирских вагонов. Ну, я помню, когда-нибудь я ездил этим дизелем Рига-Ērgļi по этой дороге. Поезд шел весьма медленно. Kilometrus staps 13-14. Un tā atkal uzbraucu uz ceļa, lai vēlreiz ar šo dzelzceļu satiktos Sauriešu stacijā. До встречи на станции Sauriešи. Un sākas Saurieši. Un lūk, te arī dzelzceļš blakus. Тут еще одна автодорога, и рельсы тут тоже рядом железная дорога. Un lūk, te jau arī Sauriešu stacija.
Вот так выглядит станция Сауреши, единственная на этом участке, которая сохранила свое начальное предназначение. Вот тут ранним утром октябре 2007 года я сел в поезд Ērgļa-Rīga, чтобы проехаться последним поездом по этому участку, последним пассажирским поездом. Движение тут было ограничено до 25 км в час, поэтому он шел очень медленно. Однако верные пассажиры до сих пор сохранились. Вот, смотрю, я не единственный. И даже в том последнем рейсе было более 50 пассажиров. Хотя вот последний год примерно он шел почти 4 часа, Ērgļa-Rīga. Вот, до этого он шел быстрее. Когда-то его даже, сделали более быстрым в 2005 году, но, как видно, ненадолго. Вот видите, тут ручные стрелки. Если нужно было меняться, то есть, чтобы два состава поменялись, нужно было ждать где-то и стоять где-то полчаса. Ja pareizi saprotat, šeit aiziet uzņēmumu pieveceļu uz Knaufu. Bet, spriežot pēc sliedēm, ja te kādreiz kāds vilciens brauc, tad ļoti reti. Vēl sliedes turpinās un redzam, ka ar kājām arī pastaigājas. Un mēs esam piebraukuši pie vietas, kur sliedes избейdzas. И тут и место, где рельсы заканчиваются. У нас в Латвии вот так сделано, что колеи обычно сохраняются, и они, так сказать, оформлены как зеленые железные дороги. Смотрю, тут и пешком даже ходят, и бегают. Кстати, эту женщину я перед Сауреши еще видел. Вот тут и конец рельс. Да, эта железная дорога, кстати, одна из самых молодых даже в Латвии. Она построена в 30-е годы прошлого века, в 35-м участок до Сунтажи и в 37-м до Ērgļa. Она была задумана дальше до Мадоны, Лубаны и где-то до Карсова, чтобы выйти в Россию. Но до конца не сделали, и здесь тоже, как я читал, рельс новых не было, положили якобы уже, так сказать, не первой свежести. Поэтому вот была проблема с рельсами, и все, в том числе и в советское время, поезд Рига-Ērgļa, это 100 километров, он шел 2,5 часа, вот помню, в 90-м, 91-м было такое, а потом еще медленнее, потом уже 3 часа было, и даже более 3 часов. Вот в 2005-м как бы ускорили, но ненадолго. И говорят, что вот всего лишь 8 миллионов лат нужно было, чтобы как-то поправить в 2007-м, но этого не делали и вот запустили дорогу. Потому что тут нет ни одного города. По пути с Риги до Ērgļa нет ни одного города. Но даже несмотря на это, пассажиров, к примеру, в 90-е было даже очень много. Каждый день где-то более 1000 пассажиров. А по выходным, особенно в грибный сезон и на Янов день, поезда были даже переполнены. Un tālāk, lūk, pa tādu ceļu redzēsim, kā veiksies. Tilts. И вот мост над рекой Югла. Кстати, при разборке рельс все мосты сохранены. О, какой мост. Рельсы тут долго не простояли. Если в 2007-м закрыли движение, то в 2009-м уже собирали рельсы. Но делали как здесь, так и в других местах. Это весьма интеллигентно. Потому что, как понял, везде оставили мосты. Чтобы эту дорогу потом можно было использовать. Хотя бы вот таким образом. Видите, как заманчиво выглядит. Cik skaisti izskatās. Да, и какое тут движение интенсивное. Pēc būtības tas nav nemaz tik maz reižu, kad esmu nobraucis pa šo dzelzceļu. Sākot no 91. gada un beidzot ar 2007. Tiesa gan tad, kad palika tās 3 stundas 50 minūtes, tad gan vairs negribējās braukt. Un te ir tā slavenā pārbrauktuve.
ar Rīgas apveceļu, kas pielika punktu arī vilcienu kustībai pa šo линию. Вот именно на этом месте был переезд, где произошло в октябре 2007 года столкновение Матрисы. В то время на этом маршруте Матриса ездила с Эргли на Ригу и столкнулась с грузовиком. Это объездная города Риги. И вот Матриса как бы испортилась. И сообщили, что более тяжелый состав нельзя пускать по таким рельсам, поэтому и остановили движение. Ну там реально одна фура за другой, вот по такому, ну никак не хотелось бы ездить велосипедом. Kādu gabaliņu līdz Cekulei var pabraukt pa šādu meža ceļiņu. Vai tiešām šeit bija Cekulas stacija? Te ir tikai tāds grausts. Un šis tā kā izskatās, ka kādreiz bijis perons. Ну, taču riktīgi, tev paaugstinājums. Да, тут реально видно, что на самом деле был когда-то перрон. Это уже следующая станция. А тут такая асфальтовая дорожка, вот проедус по ней. Interesanti izdzirdēju tādu tā kā troks un domāju, vai tiešām jau brauc vilciens. Nu, ir lasīts, ka spoku vilcieni braucot pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Jā. Te ir autobusu pietura un veikals. Atceros, te kaut kad 90. vēl izveidoja Jauncekulas pieturas punktu, kurš agrāk nebija. Nu, laikam tas varētu būt šeit, jo tur jau stacijas nebija, tikai perons. Вот, помню, 90-е, тут даже сделали новый остановочный пункт Яунцекулы. Вот, скорее всего, для обслуживания вот как раз этих дачных домов, да и не только дачных. Там уже, ну, как бы, уже, так сказать, вне Риги такие особняки строились. Даже новый остановочный пункт сделали на такой линии, доживающие свои последние годы. Ну, по всей видимости, это здесь. Ну, а дальше уже едем вон по такой весьма серьезной грунтовой дороге. Lūk, kāds riktīgs grāns ceļš, kas pa ūdeņiem. Un jāteic, ka ir ļoti labi, ka ir tāda iespēja pa tādiem ceļaņiem izbraukties, jo no kur tad citur? Braukt gar šosejām, kur visu laiku brauc garām mašīnas un tiešām negribās. Tā kā redz kāds labums no tāda bijušā dzelzceļa. Un galvenais, ka taču Suntažos gaida naktsmītne pašā Suntažas stacijā. Oho, pat kilometru stabiņi parādījušies. 22 kilometri no Rīgas. Un lūk, jau brauc pirmā mašīna. Погода, кстати, прекрасная. Сейчас в Риге 19 градусов. И в Малаге на юге Испании 21, то есть практически то же самое. Вот только единственное, присесть тут как-то негде. Vienīgais šeit ir apsēšanos grūti, jo ir uzbērums augsts, līdz ar to īsti apsēsties nav kur un soliņa ter nav tā. Lūk, platforma Ķīvuļi. Labi, ka ir saglabājies uzraksts. И тут следующая платформа Кивули. Помнится еще, как по-русски называли остановки? Киули. Следующая Байри. С таким акцентом. Te ir kādi uzraksti par tiem zaļiem dzelzceļiem, ka vesels проекts ir bijis. Видите, тут даже целый проект был. Железных дорогик есть зеленых. Lūk, Ērgļi 73 km, šoseja 3 km, un te vēl sporta kompleksi netālu. Nu, lūk, beidzot atpūta. Atpakaļ blakus zaļš, putniņi čivina. Tāpēc ir vērts braukt šādās vietās un šādus gabalus, lai tu izkļūtu ārā no pilsētas. Tiešām tajos zaļumos. Nu, vēl gan nav tik spalgas tās putnu balsis. Vēl jau droši vien liela daļa nav atlidojuši. Bet, nu, laiks ir silts, tā kā dabā veldzēties mēs varam. Rumaks arī atpūšas. Es tā domāju, kāds augsts uzbērums tomēr. Какая же высокая насыпь. Видимо, не так просто все это было построить. Это строили наши предки в 30-е годы прошлого века. Во времена Ульманиса в то время многое чего делалось. В том числе, скажем, такие объекты, как Кегумская ГЭС
гидроэлектростанция, первая крупная в Латвии. Да, шeit jau ir Бояру цемс. И тут начинается дачный поселок Байари. Где-то должен быть остановочный пункт. Ух, какая реликвия! Оригинальный столб! Vēl viens stops. Un tur tālāk ceļš. Tagad varēja just, ka braucam drusku kalnā augšā, bija grūtāk mīties. Video novērošana. Oho! Тут ведется видеонаблюдение. Lūk, kādu ceļu šķērsojam. Tā mums priekšā arī velosipēdisti. Вот велосипедисты мне навстречу. Nu, laikam jau šeit būs bijis Бояру пieturas punkts. Nu, kur gan citur? Вот как трудно замечать. Скорее всего, здесь был остановочный пункт Бояри. Jā, lūk, kāda zīme uzlikta Бояру пieturas punkts. И вот схема. Вот как встречали первый поезд 26 ноября 1935 года на остановке Бояри. Un uzraksts tur bija, lai svētīts šis darbs. Nu, redziet, kas tagad palicis te ir pāri. Jā, es šeit esmu bijis 96. года. Я тут был, сам выходил здесь в 96 году. Тут это самое. Вот хозяин квартиры, которую я арендовал, у него здесь была дача. И я вот приезжал на эту дачу. Вот здесь перрон. Тут можно увидеть, что и перрон был. А тут, кстати, свет горит. Далеко-далеко. И похоже, что поезд, подумал уже. Agrāk te bija daudz braucēju. Vasarnieki. Tagad viņi, laikam, kaut kāds autobus iet. Līdz šosejai te ir 3 километра. И мне навстречу едет машина. И редко, но бывает. С той стороны тоже ведь шла машина. Kas tad te? Vieta 2 sliežu ceļiem. Lai kā būtu, bet mēs tuvojamies Kangariem. Tuvojoties Kangariem kļūst klājāks, un te ir arī lauki un lauku saimniecības. Крестьянские хозяйства уже тут. Un smaržo pēc lopiem. Навозом пахнет. Kā mums te sanāca braukt pilnīgi gar sētu. Te arī suņi ir, bet nu viņi ir iekšā aiz žoga. Un lūk, kangaru stacija. Lielie varenie кангары. Я помню этот двухэтажный дом станционный. О, тут целая выставка. Залье цель Рига Велика. Вот тут на этих картах подробнее описано про этих зеленых железных дорог. Я это уже когда-нибудь рассказывал. Ну вот это покажу именно про станцию Кангари. Вот открыли опять в 1935 году. Ну вот сначала там был просто такой вагончик. А потом построили вот станции уже в 30-е годы. Тут еще другие станции. Так выглядела станция Ацона, 62-й год. И еще будет станция Аукштемс, мы будем проезжать. А вот 99-й год. Вот примерно такой я помню эту станцию. И тут вот проводятся даже мероприятия. Видите, 21-й год. Вот какое тут культурное мероприятие культурного наследия проводились. В 30-е годы тут был даже буфет. И так ее строили. А сейчас она так содержится. Если не ошибаюсь, то в ней даже кто-то живет. Вот с той стороны тут все же тоже все прилично выглядит. Да, тут обжито. Про пассажиропоток, вы знаете, но я уже не помню. Я не помню, что он здесь был бы таким как-то большим. Но тут видно, что обжито, так что потенциально он мог бы быть существенным. Но видно, что это сейчас, да, прямо как туристический объект. Кангары. Видно, что тут были 2 перрона. И даже еще сам помню, что еще в 90-е тут менялись поезда, разъезжались. То есть вот вечерний поезд шел Рига-Эгли, и он ждал встречный Эгли-Рига. И вот одному из них пришлось довольно долго стоять тут.
А потом вот здесь этот, ну как это, izmaiņas punktu noņēma. Un palika izmaiņas punkts tikai Suntažos. Nu, Kangari jau ir tāda slavena vieta. Drūmaji šalca lielajie meži Kangaru kalnos. Pilnīgi Lāču plēsis atgādinās. Лук, šis droši vien arī dzelzceļa objekts bijis. Это тоже, видимо, был железнодорожный объект. Interesanti, kuri tad ir tie Kangaru kalni? Vai tie? Uz to pusi, kur mums jābrauc, neko daudz nemana. Šeit mēs šķērsojam šoseju Рига-Ērgļi. Вот раньше, когда ходил тут поезд, эта дорога была не асфальтированная. Тут такие места, где дороги, так сказать, не прямые, и она долгое время оставалась, этот участок, без асфальта, хотя в начале нулевых тут масштабно асфальтировали. Ну вот, когда снесли эту дорогу, то асфальтировали это. Вот видите, какой тут сейчас аккуратный, гладкий асфальт. Лук, mazs tiltiņš, шпаловидный. Речка какая приятная, даже с таким как бы водопадом немного. Буль-буль-буль-буль-буль. Видите, какие просторы латвийского ландшафта тут открываются. Хутора. И, кстати, вовсе неплохо, даже хорошо выглядит. Вот кусты обрезаны. И тут надпись «Приват īpašums. Проход, проезд запрещен». Вот так тут едут. Uz šo pusi jau braukt ir labi. Saule no muguras un vējš no muguras. Tikai sanāk drusku kalnā. Да, по-моему, тут платформа. Но больше ничего. Только дом. Ну, раньше я и тут знал все остановки наизусть. Ну, теперь могу уже кое-что перепутать. Bet atceros, ka bija tāds pieturspunkts Remīne. O, soliņš! Tepat jau vien viņš būs bijis. Jā, reku perona palieka. Да, совершенно правильно вспомнил. Вот, тут петурspunkts Remīne. Видите, какое фото? Это из 50-х годов. Какой поезд в то время шел. И тут всего лишь вот такая будка была. Станции тут не было. И вот тут схема. Еще до Сунтажа у меня 18 километров. Ну, не очень быстро идет, потому что тут покрытие не совсем твердое, поэтому, ну так, не очень быстро. Я уже несколько километров проезжаю через такие грибные леса. Вот на этих остановках, помню, много было осенью грибников. И уже летом ездили за ягодами. Главное, по-моему, была Augšciems, но Remīne уже тоже, которые мы только что проехали. Сейчас мы между этими остановками смотрю, вот леса и леса. А тут рядом вот дорога идет. Но это какая-то местного значения, это не шоссе. Šosei Риga-Ērgļi, по-моему, дальше. Ну да, это местное. Intereses pēc pamēģināju pa šito ceļu izbraukt. Nu, cietāks ir, bet tāpat nelīdzens. Un pat put. Не, буду возвращаться все же на свою, потому что там ощущения совсем не те. Не очень много пыли, но даже пыль чувствуется и так далее. Un tā pirmais dabiskais šķērslis. Bet no velosipēdistam tas ir nieks. Un lūk, Augšciemas stacija. Redzams, ka te dzīvo cilvēki. Видно, что тут живут люди. Даже трактор работает. Bet nu pati stacijas ēka izskatās šādi. Ne īpaši labi, bet izskatās, ka tur dzīvo vismaz vienā stūrī laikam. Ну вот так здание. Тут перроны были. По-моему, тоже, наверное, 2. По крайней мере, когда-то. Lūk, Augšciems.
O, turpat tālāk nebūs marķēts. Lūk, šī man šķiet arī bija Sēņu galvaspilsēta. Te ļoti daudz brauc uz Sēnēm. Līdz Рīgas stacijai 42,5 километра. Вот видно, тут и некоторые дома присутствуют. Дальше там была малюсенькая остановочка Карда. Но поскольку там, наверное, другого транспорта не было, то и там были пассажиры. Причем такие ежедневные тоже. Batuta tīkls. Nu, lūk, tā te izskatās augšciems. Nu, te kaut kur vajadzētu būt Kārdai. Te jau tīri smukas vietas, lauku celiņš, mājas. Redzams, kā apdzīvotas, mašīnas stāv. Jauka vietiņa. Un turpat ugunskurs kurās. Nu, lūk, tagad ceļš ir palicis citādāks. Šis tas nemārķētais gabals. Это тот немаркированный участок, видите, он уже другой. Так, тут. Какой гарш taisnais posms. Прямой участок, какой длинный. Тут вокруг живность. Что-то там по кустам шевелит. Nu, te jau vietām nākas galvu noliekt, un arī knišļi parādās. Tāds te ir ceļš, bet izbraukt var. Lūk, perons. Kas šī ir? Laikam Sidgunda. Izskatās, ka Kārdas vienkārši neesam pamanījis. Neko peronam līdzīgu pat nemanīju. Это, по всей видимости, Sidgunda. О, даже автобус ходит. Рига Ērgļi. Насколько удалось увидеть, вот как раз автобус до Ērgļi даже через сюда едет. И такие автобусы уже были в то время, когда еще шел поезд, и это тоже, конечно, существенно сокращало число пассажиров. Вот тут несколько таких аккуратных дворов, хуторов. Да этот поселок небольшой, тоже тут рядом. Lūk, tā te izskatās Sidgundas stacijas vieta. Tagad dzelzceļš pagriežas uz dienvidiem, un nākamā stacija Suntaži. 5 километра vēl. Пересекаем дорогу. О, какой тут ландшафт, там дальше тоже дорога. А наша вот такая. Lūk, cik skaisti, kāda Latvijas lauku ainava. Ho, vizbolītes, baltās un dzeltenās. Te arī ievas bija daudz vieta. Какие красивые тут виды. Вот видно это потому, что кустарников тут вырубили. Поэтому и вот сделали такой вид. Да, ну вот так тут последние километры сегодняшнего пути. Становится постепенно уже попрохладнее, хотя по телефону показывают, что в Риге даже плюс 20 сейчас, а время уже 7:30. Nu šeit braucot iztēlojos, kā vilciens grieza šos līkumus, tuvojoties Suntažiem. Lūk, tur jau ūdens tornis un pavisam tuvu Suntaži. Un tā esam pie Siguldas Ogres šosejas. Suntažu stacija ir vēl gabaliņu uz priekšu, bet es изlaidīšu līkumu caur pašiem Suntažiem. Станция вот тут недалеко, но я хочу съездить вот через сами Suntaži. Итак, начинается Suntaži. Посмотрим, как тут выглядит. Это самое крупное село, самый крупный населенный пункт вот на пути этой дороги, то есть между Ригой и Ērgļi. Если не ошибаюсь. Ну, может быть, Saure еще был покрупнее. Так точно не смотрел, но, по крайней мере, вот так, по-моему, если не считать так близко от Риги, то, скорее всего, это. Nu, brīžam suņi sāk riet. Tad, kā saka, vēlams attālināties no tās vietas. Lūk, rotājumi. Школа. Какая же крупная школа. И дорожка уже такая приличная.
Es te biju 90. gadā, kad ar velosipēdu no Rīgas atbraucu, un 91. kad atbraucu ar vilcienu tieši, kas gāja līdz Sundažiem. Тут протекает река Маза Югла. Только почему же она такая крупная выглядит, а? И тут уж совсем что-то интересное, придется приезжать поближе посмотреть. No šī jau ir Suntažu mūža. Ļoti skaisti izskatās. Es domāju, ka 90-jos viņa nebija tik smuka. Не-не. Это Сунтажская усадьба, отменно отреставрированная, и я думаю, что в 90-е она не выглядела так хорошо, как сейчас. Ну и так она выглядит с другой стороны, дворовой. А вот то красное здание за ней, средняя школа Suntažskая. Šis ir Ogres novads, un jāteic, ka tiešām gods kam gods izskatās, ka viss ir labi apsaimniekots. Pat vidusskola saglabāta tādā miestiņā. Трактор едет. Стенс. Вот тут можно узнать больше про Сунтажи. Tepat ir обсерватория. Я даже не знал, тут есть публичная обсерватория. Ого! Это лютеранская церковь. Один из символов волости. А тут, как видно, эстрада. Ну, кто-то ходит тут тоже, я вот специально показываю, так и, просто людей в целом так не надо снимать. Должно быть какое-то личное пространство. Вот некоторые не снимают как бы специально, пока получается, что пустые улицы. А тут, кстати, какой-то монумент. Похоже, что советский какой-то. Но это уже многие блогеры вот рассказывали, да, что в европейских странах, особенно в таких небольших населенных пунктах, люди так не ходят по улицам. Только в туристических местах в основном. В центральной части и так далее. А эта церковь была построена в конце 18 века. И до этого там уже несколько раз деревянные церкви стояли и дома молитв. И вот этот холм было древнее священное место ливского народа. Šita vieta, kur ir celta baznīca, arī jau no senatnes ir bijusi kā lībiešu svētvieta. Ого, велосtāvvieta. Беседка также. Вот тут проходит туристический маршрут велосипедный Tour de Latvijas. Это не по железным дорогам, это другой маршрут по Латвии и Эстонии. Протяженностью всего где-то 1300 километров. Kafejnīca Akmeņkrūks. Nu, lūk, esam Suntažu centrā. Un spriežot pēc cilvēkiem, izskatās, ka veikals vēl strādā. Tad man būs noveicies, varēšu kaut ko vēl dabūt vakarā. Lūk, Ēgličers 9, Рīga 52. Аптека. Смотрю, тут даже несколько магазинов имеется. Это такой центр местного значения, потому что до ближайших городов тут действительно далеко. Это Огрский край, Ogres novads. Но даже в воскресный вечер движение весьма интенсивное. И смотрите, какие тут крутые тачки. О, как тут красиво у магазина. Цветами все сделано. Да, магазин от 8 до 21 часа работает. Nu, cilvēki nevarētu teikt, ka būtu tādi īpaši laipni, spriežot pēc veikala apmeklējumu. Tomēr Rīgas tuvums, kas saka savu iespēju dara gal galā Rīga tikai knapi 50 km. Bet, tomēr ir kaut kur tāds vairāk tā kā lauku iespējas. Jaunas meitenes arī. Лук, цик ты daudz автобусу. Вот смотрите, сколько тут много автобусов останавливаются за день. Поэтому, наверное, тут про поезд вряд ли особо вспоминают даже. Ну, может быть, и как в ностальгию. А это место, как понимаю, сделано для местных крестьян, чтобы торговать продуктами. И тут такие фотографии из старины. Вот, 100 лет назад, как выглядел центр Сунтажи.
водяная мельница. А тут и вот станция Сунтажи. Причем это, как понимаю, первая станция. Такой мы сегодня ее не увидим. Она была построена вот... Сколько? Ее строили до 1937 года. И немцы ее взорвали в 1944 году. То, что я видел раньше, что мы увидим сегодня, это будет другая станция уже. Это вот деревянный мост над рекой. А это та усадьба, которую мы видели. И она вот реновирована в 2010 году. Вот, я так подумал, если бы тут была бы Россия, наверное, стояла бы надпись «Я, сердечко, Сунтажи». Но, если честно, не думаю, что такое обязательно ставить. И так по видам, по всему видно, люди любят свое место, где живут, или же нет. Lūk, обсерватория. Nu, katrā ziņā man radās iespēja pēc šīs apmēram pusstundas šai vietā, ka šis ir ciemats ar dvēseli. Ir vietas, kuras nav patīkamas, bet ir vietas, kur tāds tomēr siltums ir jūtams. Un arī jaunieši šeit bija sastopami. Ну, вообще-то вот с того дома в конце даже одна собака начала гнаться за мной, но у нее не было шансов. Вот видно, везде душа присутствует. Тут какой-то костерчик, машины, люди, человека вижу. Дом ухоженный, двор. Тут также все обжито. Stārķis. To latvieši sauc par svēteli, kur viņš ir tur svētība mājās. Вот, аист. Тут руины православной церкви. Но теперь уже заметно становится прохладнее. Сейчас я уже направляюсь на бывшую станцию. Un lūk, kur arī ir, kā saucās vecā stacijas ēka. Uzreiz pazinu. Izremontēts gan līdz nepazīšanai. Un tajā ir pavisam nesen atklāts viesunams. Сразу узнал, что это есть то здание, но отремонтировано на bis. Un tālūk šeit izskatās no šīs puses viss kārtībā, durvis vaļā, esmu jau iekšā. Лук шац скац на дzelzceļa пусес. Так выглядит с железнодорожной стороны. Тут смотрю несколько номеров. У меня номер 3. Может быть, тут еще кто-то есть. Ну, а тут перроны. Тут было 2 перрона. Это я помню, потому что тут менялись поезда. И даже вот был такой поезд по выходным дополнительный, который прямо до Сунтажи ездил, а также еще по рабочим тоже иногда назначался. Так что бывали и поезда, которые именно до Сунтажа ездили. Nu, lūk, tā nu te izskatās. Es vēl mazliet varbūt parādīšu iekšpusē. Bet tiešām ir ļoti jauki, ka stacijas var tādā veidā tikt izmantotas. Es domāju, šī nu ir, kā saka, ar klasi pārākā no visām, kuras mēs šodien esam šī ceļā redzējuši. Te vēl kas interesants ir. Lai nu saimniekiem izdodas piesaistīt labus viesus, pat basketbola laukumus vēl шis tas-то. Батут. Последний раз, помню, я тут был в 2005 году, когда ездил поездом с Ērgļi, и он стоял тут примерно полчаса, пропуская встречные. Вот и теперь вот такая встреча снова. Nu, un pat Latvijas karogs mastā. Fantastika. Tulpītes jau varās vaļā. Un vēl parādīšu, cik iekšā šeit ir šiki. Nu vienkārši fantastika, vai ne? Un nebija arī pārāk dārgi. Tad jau es nebūtu ņēmis, ja to nevarētu atļauties. Visnotaļ es domāju, ka normāla un pieņemama cena. Lūk, tepat tāda tā kā virtuvīte ir. Nu, cenu es nesaku, protams, to var uzzināt booking.com, ja, tās ir dažādas, tā nav, kā saka, mana kompetence. Lūk, pat šeit rakstīts stacija Suntaži. Un šeit skats uz āru. Tur kaut kas vēl. Ну, un rīt, ja Dievs dos, планую ceļu turpināt. Завтра, если Бог даст, собираюсь продолжить путь. Дальше. В
сторону Эргли, и там, насколько мне известно, еще несколько отреставрированных станций. Поэтому надеюсь, что будет интересное продолжение. Поэтому на этот раз попрощаюсь и все доброго. Visu labu jums uz redzēšanos!